Теперь к другим темам. Буквально полчаса назад двое сыктывкарцев из числа детей-сирот получили долгожданные ключи от теперь уже своих квартир. На вручении работала наш корреспондент Александра Головина. Она выходит с нами на прямую связь. Александра, приветствую вас. Расскажите, как все прошло. Жень, добрый вечер. Вот она, 12-этажка по улице Громова. Свои квадратные метры здесь теперь есть у Николая Дунаева и Анны Гайдаржи. Они получили по однокомнатной квартире площадью 26 квадратов от администрации города. Жилье им положено в рамках программы, соцпрограммы по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Центр города, просторная территория, много парковочных мест, детская площадка. В общем, все есть для комфортного образа жизни. Надо сказать, ремонтные работы идут полным ходом. Впрочем, нашим новоселам это не грозит. Косметический ремонт у них уже выполнен. Давайте послушаем их впечатления. Ну как? Очень хорошо. Честно, очень рада этому всему. Все очень нравится, красиво. Думала, конечно, будет похуже все-таки, но очень даже понравилось. Тут хотим мы ставить кухню делать в этой стороне. Тут вот, как говорится, мы диван ставим. Сюда вот детский уголок будет стоять. Вот. Ну и все, наверное, пока. Сегодня здесь получили 2 человека квартиры от администрации. В этом доме закуплено всего 10 квартир, а в целом по городу не менее 60 человек в этом году получат жилье от мэрии города по соцпрограмме поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для сравнения, в прошлом году 69 граждан получили жилые помещения. Всего в очереди по Сыктывкару остается 671 человек. Евгений. Да, Саша, скажите, вы уже, я уверен, успели и лично оценить условия. Как вам самой квартиры? Хотелось бы вам в такой переехать? Новостройка – это всегда приятно, мне кажется. Но в целом, как я уже сказала, действительно есть все условия для комфортного проживания, поэтому почему бы и нет? Спасибо, Саша. Мы тоже поздравляем новоселов со своей стороны. Это была Александра Головина из Сыктывкара. Сейчас к другим темам.